В Государственном театре кукол уже работают над премьерой нового сезона. Это спектакль «Принцесса Крапинка» по мотивам сказок голландской писательницы Анни Шмидт. За постановку взялся заслуженный артист республики, преподаватель Института искусств Юрий Заяц. Пьесу он ставил еще со своими студентами. Теперь же в ней задействованы актеры театра кукол. На репетиции побывал Алексей Медведев. Повелеваю везде разбрасывать корм. Охоту на дроздов запрещаю под страхом смертной казни. Ну а всем подданным повелеваю при любой встрече с любым дроздом кланяться и снимать шляпу. Королевство, в котором птицы и люди живут бок о бок. В такой мир предлагает перенестись режиссер. Метафора полета – это свобода жизни и творчества, новых открытий. А главная героиня, принцесса Крапинка, представительница нового вида – людей-птиц, то есть людей-индиго. Они там эволюционировали, наверное, как-то, и вот стали существовать по-другому. Появилось вот это чувство свободы, о котором говорит режиссер, чувство полета. Эти существа, они стали очень легкими, очень такими прозрачными, что ли, и вот и история такая же. Чтобы подчеркнуть эту легкость, спектакль решили поставить на малой сцене. Здесь более камерная атмосфера, так что маленький зритель погружается в сказочный мир целиком. К тому же есть возможность рассмотреть мельчайшие детали. Например, причудливые декорации, которые художник-постановщик Ильнур Слявчин мастерил из подручных средств еще вместе со студентами Института искусств. Это лаборатория колдуньи Акебы. Вот. Она такая алхимик и главный персонаж. Здесь стоят диоды, вот они подсвечиваются, включаются, меняют цвета. Вентилятор обычный от компьютера, который спидометр от моей первой машины. Все эти эффекты, конечно, созданы для привлечения внимания маленьких зрителей, ведь детьми индиго можно назвать и подрастающее поколение. В век компьютерных технологий сознание людей меняется очень быстро, поэтому спектакль, поставленный 2 года назад, устаревает, говорит режиссер. Но, тем не менее, театр должен не только развлекать, но учить думать и сострадать. А вот я мечтаю о спектакле, где ребенок будет плакать. Где он будет плакать, и он запомнит этот спектакль навсегда. И он попадется на этот крючок сопереживания и какого-то чистого чувства. Он придет в следующий раз, он захочет прийти, он захочет повторить, когда светлая слеза, понимаете, слеза, вызванная сочувствием. У короля и королевы не было детей. На помощь пришла колдунья, подарившая им волшебное яйцо, из которого появилась очаровательная принцесса. Но у ведьмы было одно условие – осенью закрывать окна и двери. Однако свободу души и творчества не удержишь, даже в золотой клетке. Спектакль «Принцесса Крапинка» станет первой премьерой следующего сезона. Алексей Медведев, Рустам Изельгареев, Россия, культура, Башкортостан. На этом